Площадь Партизан – не просто центр, сердце города, пост номер 1, память о героическом прошлом. Меньше года после освобождения Брянска. Еще идет война, а уже строится страна. Поэтому старт торжествам здесь. – 70 ВИПов в официальной делегации, исполнительная власть и депутаты, представители силовых структур. Эта улица в Брянске носит имя председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Ивановича Калинина. А ведь именно он 5 июля 1944 года подписал указ об образовании Брянской области. Может быть, поэтому они случайно сюда переместились почетные гости? Ведь в концертном зале «Дружба» торжественное собрание, а на Славянской площади большой фестиваль искусств. Здесь представлены 9 самых топовых брянских художников, самых перспективных, молодых. Кто-то из них состоит в Союзе молодых художников России, кто-то, как я, являемся индивидуалами. Символика и граффити, живопись реализма и пейзажи. Площадка молодых художников собрала ребят из разных объединений. В каждой работе ищут точки соприкосновения с датой. У меня здесь присутствует трактор «Универсал». Это трактор модификации У-2. И, кстати, он был разработан во Владимирской области в 1944 году. То есть трактор ровесник Брянской области? Совершенно верно. На Славянской площади многозвучие, фольклор, современные песни, выставки и ярмарки. Кто начнет, кто не трус. Егорчик начинает. Вот так. Битва. Это не просто танцевальная площадка, ринг, танцевальный баттл. Больше 30 участников от 5 до 17 лет. Состязаются в брейк-дансе. Родители не рискуют называть упражнения повер-мув, фриз, а мальчишки со всеми атрибутами уличных состязаний. Вот такие фишечки. В фойе, как встреча выпускников. Раньше они общались на планерках, в кулуарах здания по Ленина 33, думских коридорах и на заседаниях. Сегодня их имена вписаны в историю области. Я служила в администрации. Я хочу сказать, что это были времена созидания, особенно в социальной сфере, которой я занималась, потому что вот формировалась новая структура, социальная защита. Это были новые законодательные акты, это новые учреждения создавались, направленные на поддержку людей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. И я признательна, что правительство продолжает вот в этом направлении работать. И я рада за своих коллег, что сейчас они в нацпроектах более позитивно решают вопросы с поддержкой федерального центра. В зале больше 800 человек. Те, кто были у власти в разные годы, кто отдавал поручения, писал законы, принимал жалобы брянцев и реагировал на просьбы. Здесь же и те, кто прославляет ее и сейчас. Аграрии и промышленники, спортсмены, музыканты, актеры. Рожденная в годы Великой Отечественной войны, за 75 лет наша Брянская область, как и вся страна, претерпела огромные перемены. Пережила непростые испытания, из которых каждый раз выходила, обретая силы, новые возможности и перспективы. А ее судьбу и характер определили мужественные, целеустремленные, беззаветно любящие свою малую родину люди. Жители Брянского края с раннего детства воспитаны в таких понятиях, как патриотизм, любовь к родине, верность Отечеству. В поздравлении губернатора цифры ВВП и показатели качества, о товарах на экспорт и о промышленности. Но главный ресурс области – люди. Михаил Константинович Крахмалев и Иван Михайлович Коновалов, которые действительно в тяжелые годы восстанавливали область. Иван Яковлевич Поручиков, вот он сегодня здесь, Сергей Иванович Сиденко. Я хочу сказать, правильно вы аплодируете, потому что Иван Яковлевич – это глыба, который отметил 80 лет. Он строил завод электронной промышленности, 15 тысяч работающих мест, и сегодня руководители получали ордена. Это, наверное, его воспитанники. Это очень важно, когда наш патриот Брянщины
многое делал не только для завода, а потом в целом для области. И задачи стоят очень большие. Сегодня мы открыли мост. Было очень интересно, когда двигались в том направлении, были огромные пробки, через 5-7 минут пробок нет. Так и должно быть, потому что очень важно, чтобы власть относилась чутко, бережно к своим людям. Это мы сегодня чувствуем. Высокие награды от гостя Мурата Зязикова. Орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени получил Олег Данцев, руководитель группы компаний «Кремний-Л». Кстати, это второй брянец, кто получил такой орден. Первым был 10 лет назад руководитель Совтрансавто Иван Трифонцов. Отметили на государственном уровне Эдуарда Амбарцумяна, Светлану Сыряну, Вячеслава Губанова и других. Официальная часть перетекла в концерт и вышла на Славянскую площадь. Гулять брянцы намереваются до полуночи, а самые юные, кто явно застанет столетие нашей области, радовались каникулам и свободе. Мария Сергеенко, Алексей Рязанцев, телеканал «Городской».